Россия, знаете, наверное, ввела запрет на ввоз продуктов из США, стран Евросоюза. А как вы поддерживаете эти санкции? Я замечательно поддерживаю эти санкции. Можно развивать теперь свое хозяйство, заниматься своим каким-то маленьким бизнесом. То есть открыта дорога, как говорится, в этом направлении. Я очень даже поддерживаю. Я и за то, чтобы все-таки наша продукция была уже на прилавках, без всяких, вернулась наша, то все наше готовится на экспорт, возится туда, а мы закупаем там. Поэтому я очень даже за. Я поддерживаю полностью. Я думаю, нашу нужно продукцию и употреблять, и, в общем, пользоваться своей. А когда вы покупаете продукты, обращаете внимание на страну-производителя? Конечно, обязательно. Обращаю. Предпочтение чему отдаете? Своему, отечественному, нашему, российскому. Полностью поддерживаю. Считаю правильным. Своего производителя нужно поднимать, поддерживать и производить продукцию. Потому что зачастую очень много химии, нитратов, пестицидов попадается, поэтому совершенно правильно. Давно пора было. Просто поддерживаю морально, потому что других у меня нет возможности по-другому поддерживать. А в магазинах смотрите на страны-производителя, на продукты? Честно говоря, нет. Не смотрю. Санкции вообще-то не нужны были, по идее. Вы сами знаете, санкции ничего не приведут. Они, как говорится, только обратный бумеранг, как говорится, получится. Санкции для всех будут, не только для России. Потому что от этого никто не выиграет, вы сами знаете. Поэтому я санкции вообще не поддерживаю. И не российские, и не западные санкции. Потому что я против санкций. Поддерживаю. Давно пора было. А когда покупаете продукты, обращайте внимание на страну-изготовителя? Но вообще не очень. Ну, если это людей не обременяет каким-то, если они все равно себя смогут найти то, что им надо, от наших российских производителей, то я только за. Да, конечно. И как вы поддерживаете ли эти санкции? Конечно, поддерживать можем нашу продукцию везде. Всегда мы все-таки в России живем. Я, например, как я могу их поддержать? Да никак, в принципе, особо. Если пропадет, то только мясо, американская крючка, плюс зеленецкой фабрики, если они цены не видеть начнут, конечно. Так, как я поддерживаю? Я и так в основном предпочитал нашу продукцию в большей части, потому что по качеству и там, где растет, как говорится, то и родней. В таком духе. Я не поддерживаю, потому что все подорожает. А когда покупаете продукты, смотрите на страну-производителя? Естественно. И что? И ничего. Я знаю, импортные яблоки пропадут. А наши такие, они невзрачные и не знаю. А если импорт сменят просто на другой импорт, то? Тогда нормально. Но все равно цены возрастут. Очень даже поддерживаю. Правильно. А когда покупаете продукты, обращайте внимание на страну-производителя? Обязательно. Кого не берете, кого берете? А беру нас, своих. Очень поддерживаю, потому что сколько можно нас, как говорится, во всем ущемлять, а я считаю, что наши вполне справятся со всем. И с рыбой, и с колбасой, и с курицами, только зеленецкий чего стоит. Так что наши не хуже. Я, например, никогда не беру зарубежную ни свинину, ни говядину в магазинах замороженное, непонятно, что там заморожено. Так что я только за, и муж мой тоже. Честно говоря, даже не знаю. Это надо поглядеть, что там будет в результате этих санкций. Возможно, будет плохо, да. А почему плохо? Цены, возможно, подорожают. Я что-то такое слышал. Из источников, которым доверяю. Я, например, за. Мы должны свою политику держать. Нас не должны ноги вытирать все государства, каким не захочется. Мы должны свое производство налаживать. Тем самым мы и наладим, может быть.